Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами поговорим о психологической поддержке педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями. Очень часто мы видим информацию о том, каким образом организовать сопровождение детей с особыми образовательными потребностями. Туда мы включаем детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с особенностями развития в целом. И очень мало литературы, статей, исследований на сегодняшний день, которые посвящены были бы организации сопровождения самих педагогов, которые занимаются сопровождением детей с особыми образовательными потребностями. Вот этот пробел небольшой хотелось бы восполнить сегодня. Целью психологической поддержки педагогов, поскольку это довольно специфическая деятельность, является повышение личностной и профессиональной эффективности. В условиях организации инклюзивного образования мы не забываем, что педагоги работают личностью в целом. И не только профессиональные качества имеют особое значение, но и личностные качества самого педагога. Итак, на какие же принципы мы будем опираться, когда будем говорить о сопровождении педагогов, работающих в инклюзии? На основе работ Карла Роджерса и принципа такого центрированного, человек-центрированного подхода мы определяем основные принципы сопровождения педагогов. Это полное принятие, безусловное положительное отношение к педагогу как к личности. Мы довольно часто говорим это о детях, и сегодня хочется напомнить, что педагог тоже имеет право на абсолютно разные эмоции, негативные, позитивные эмоции относительно своей деятельности. И при сопровождении, при качественном сопровождении, безусловное принятие того, что личность педагога рассматривается в комплексе, это необходимо. Дальше это адекватное эмпатическое понимание самих чувств педагога, смысла, который он вкладывает в эти чувства, относительно своей деятельности, относительно самого себя, относительно детей. У педагога тоже могут возникать различные чувства. И с этим тоже необходимо работать, и это необходимо учитывать, организуя сопровождение педагогов. Ну и, конечно, конгруентность, способность психолога в работе с педагогами оставаться самим собой. Безусловно, это субъективная точка зрения, поскольку очень часто сопровождение педагогов организуется в образовательном учреждении психологом этого же образовательного учреждения. Это один общий коллектив, это особые взаимоотношения. И при этом довольно трудно оставаться конгруентным, объективно расценивать особенности самого педагога, оставаясь в этом коллективе. Но это является одним из основополагающих принципов в работе. На что хочется обратить внимание? На специфику профессиональной деятельности педагогов, которые работают с детьми с особыми образовательными потребностями. Эта специфика, ее необходимо учитывать, она есть, и она заключается в таких основных ключевых моментах, на которые необходимо обращать внимание. Безусловно, это несколько иное, качественно иное сопровождение. Оно заключается в следующем. Это учет неоднородности группы учащихся с особыми образовательными потребностями. Это могут быть абсолютно разные виды и причины нарушений, разный уровень выраженности дефектов развития, разная степень сформированности компенсаторных механизмов, разная среда, в которой растет ребенок. И все это накладывает отпечаток на необходимость действительно индивидуального маршрута развития ребенка. Это требует постоянного обучения, развития педагога. Это требует постоянной готовности перестраивать свою работу за довольно короткий промежуток времени. Даже дети в классе, имеющие одинаковое нарушение, требуют абсолютно индивидуального подхода, поскольку с абсолютно разным уровнем подготовленности они могут прийти в школу и с абсолютно разным требованием к организации самого сопровождения. Педагог должен это учитывать в своей работе, быть готов к перестройке, к усвоению большого объема новой информации, готовности пробовать новое, готовность признавать ошибки и возможности постоянно перестраивать свою деятельность.
Это, конечно, особые требования к пониманию собственных границ. Понимание собственных границ в работе с детьми с особыми образовательными потребностями имеет свою специфику. Границ временных, пространственных, понимание условий и рамок взаимодействия с ребенком и с его окружением. Абсолютно по-разному педагоги относятся к детям с особыми образовательными потребностями. Иногда испытывают жалость, иногда желание решить все проблемы одномоментно, иногда желание спасать, иногда желание решать все и сразу. Это, конечно, требует формирования особой психолого-педагогической культуры педагога, особого профессионального стиля взаимодействия, умения объективно воспринимать ситуацию и объективно оценивать свои возможности и способности в этой ситуации. На это тоже стоит обратить внимание. В чем же еще эта специфика заключается? В учете сложности структуры дефекта, в индивидуальных особенностях, своеобразии усвоения образовательной программы, в трудности использовать педагогам готовых алгоритмов и конспектов. Вот здесь практически невозможно взять готовый конспект и использовать его на группе детей, даже если они имеют одинаковое нарушение. Это всегда будет требовать постоянного обучения и развития. Это всегда будет требовать междисциплинарного подхода, необходимости использовать командный подход в образовании, в организации деятельности. Всегда быть готовым перестроиться, включить разнообразные виды деятельности в уже имеющийся алгоритм. Особое влияние на деятельность педагога будут оказывать нерешенные личные психологические проблемы педагога. В очень многих источниках указано, что особое отношение к людям, да, заключается в принятии или непринятии необходимости саморазвития, в принятии или непринятии индивидуальных потребностей детей, очень часто в использовании уже привычного, подавляющего, декларативного, манипулятивного стиля взаимодействия, в наличии существующих и нерешенных трудностях личного характера. Это, конечно, требует больших затрат личностного ресурса для осуществления деятельности. Это может приводить к эмоциональным нагрузкам, к срывам, что, естественно, скажется на эффективности деятельности в целом. Специфика профессиональной деятельности будет заключаться и в том, что очень часто ожидания педагога будут неоправданы. Это может быть выражено в несоответствии результатов труда своим ожиданиям, ожиданиям родителей, ожиданиям администрации школы. Это, конечно, требует психологической устойчивости личности самого педагога, высокой самооценки, поскольку при низкой самооценке педагог будет обвинять себя в нерезультативности своей деятельности, готовности признавать низкий результат как результат, который может быть абсолютно закономерен в данном случае, в желании совершенствоваться и в желании конструктивно воспринимать критику, в умении разделять критику своих профессиональных действий от критики своей собственной личности в целом. Какие же общие направления психологической поддержки педагогов можно выделить, на что обращать внимание обязательно? Это общие направления, которые важно учитывать и психологу, который организует сопровождение педагогов в образовательной организации, и направления, которые необходимо учитывать самому педагогу, и он сможет самостоятельно выбрать для себя эффективные способы, эффективные механизмы для самосовершенствования, саморазвития и самоподдержки. Это профилактика эмоционального выгорания, поскольку здесь она наступает гораздо быстрее, гораздо сильнее, гораздо меньше для этого нужно времени и усилий, для того, чтобы это наступило. Это повышение психолого-педагогической культуры самого педагога. Это касается не только культуры общения с детьми, не только культуры общения с родителями. Это касается культуры общения с самим собой, стремления к самопознанию и саморазвитию на этой основе, к стремлению сформировать полноценную я-концепцию. Это стимулирование к личностному и профессиональному росту. Это не просто формальное освоение нового большого объема информации. Это качественное изменение имеющихся механизмов, способов взаимодействия с детьми на занятии. Это создание атмосферы психологической безопасности и принятия в коллективе. Поскольку организация сопровождения детей с особыми образовательными потребностями требует междисциплинарного и командного подхода, то в коллективе должна быть создана
атмосфера психологической безопасности, для того, чтобы у каждого педагога была возможность рассказать об успехах и неудачах, да, и снижение уровня конкурентоспособности, повышение уровня, точнее, конкурентоспособности, снижение уровня сравнения друг с другом. Реализация наставничества в учреждении. Это даст возможность молодым педагогам включиться в инклюзию и использовать эффективные механизмы, которые уже не раз опробованы. А педагогам, имеющим опыт работы, это даст возможность реализоваться еще и в деятельности наставника. И, конечно, это помощь в определении приоритетов профессиональной деятельности. Очень важно помнить, что решить одномоментно с такими детьми все задачи довольно трудно. Поэтому очень важно расставить приоритеты и понимать, что всегда на пути развития обучения таких детей важно соблюдать постепенность и системность. На что обратить внимание самому педагогу в организации деятельности для того, чтобы это было ресурсосберегающим для него. Это, конечно, на отдых и восстановление. Это естественное, жизненно необходимое условие эффективного функционирования. Важно запомнить, что отдыхать нужно до того момента, когда устали. Совершенно не случайно в организационной психологии есть специальный алгоритм труда и отдыха. Да, в течение дня обязательные перерывы, в течение недели 1-2 дня обязательно на отдых и восстановление. И, конечно, нежелательно в этот момент брать работу на дом, поскольку если в начале учебного года это будет требовать меньше затрат ресурсов, то к концу учебного года это будет уже довольно трудно. Учет специфики своей деятельности. Да, ребенку с особыми образовательными потребностями совершенно не важен ваш статус, ваш опыт. Каждый ребенок будет требовать новых способов взаимодействия, новых механизмов эффективного взаимодействия с ним. И ему нужен, конечно, живой, поддерживающий, принимающий человек, который готов учиться с каждым новым ребенком. Это качественное самообразование. Это умение ценить себя, ценить результаты своего труда, даже в условиях, когда это вроде бы незначительно, малыми шагами, и все равно это очень ценно. Каждому ребенку с особыми образовательными потребностями необходимо демонстрировать, что каждый маленький успех в его обучении – это победа. Важно опираться в работе на знания родителей о своем ребенке. Тут, конечно, дневник, наблюдения, с которым бы пришел ребенок в школу, значительно бы упростил эту задачу, упрощает задачу междисциплинарного подхода. Очень важно, что уже довольно много специалистов этот ребенок прошел, и очень многие наблюдения были бы полезны в вашей работе, значительно упростило бы процесс взаимодействия с ребенком и не заставляло бы изобретать велосипед ежедневно. Обратить внимание на организацию командного подхода, что поможет снять, конечно, уровень индивидуального напряжения педагога, поможет в решении самых трудных задач. Очень важно здесь простая человеческая наблюдательность. Да, дети с особыми образовательными потребностями имеют свои особенности, абсолютно по-разному реагируют на воздействие, абсолютно по-разному откликаются на поощрение. И своевременное наблюдение и запись таких особенностей у ребенка позволит поддерживать мотивацию в течение учебного года. Для занятий всегда нужно иметь под рукой гораздо больше и разнообразнее материал. Урок с такими детьми очень редко идет по готовому сценарию. Под рукой всегда должны быть упражнения, которые позволят переключиться, позволят включить более динамичные моменты или более релаксационные моменты в ситуации, когда ребенок перевозбужден. Вот этот арсенал самых разнообразных упражнений должен быть под рукой. Инструкции к заданиям, упражнениям, да, должны быть отрепетированы заранее. Они должны отнимать у вас во время урока как можно меньше времени. Это сбережет и ваши ресурсы, и упростит задачу взаимодействия с ребенком. И, конечно, это обращение за помощью к профильным специалистам, к логопедам, психологам, дефектологам. Обсуждение конкретных ситуаций позволит найти эффективные способы взаимодействия с ребенком. Обсуждение этих ситуаций с родителями, естественно. И, конечно, очень хочется пожелать вам успехов на пути реализации принципов инклюзивного образования. И хочется, чтобы у вас были благодарные ученики и говорили вам только спасибо.
Всего доброго, удачи. В общем, мне кажется, что да. Алена.